Бивни очень плохой сохранности. Видим, что разваливается. Судя по размерам, размер у них примерно 2 метра 60 сантиметров. Мамонт взрослый, довольно-таки крупный и, вероятно, самец, потому что у самок бывают бивни немного мельче и тоньше. Также здесь присутствует плечевая кость, тоже сохранность такая же, очень плохая, лежит под бивнем. Доходит до сюда примерно. И вторая плечевая лежит, тоже вот видно, рассыпается. Именно поэтому мы их не раскапываем, а они лежат здесь как бы для консервации, потому что если мы сейчас его вытащим, то все развалится. Поэтому земля еще пока мерзлая. Летом здесь будут работать школьники, будут потихоньку раскапывать, возможно, здесь что-то лежит, там что-то лежит, поэтому пока непонятно. И осенью уже планируется извлечь их, когда уже земля хорошенько подтает. Перед этим, конечно, надо будет обработку сделать какую-нибудь для сохранности, клеем там намазать, что-нибудь такое, чтобы нормально вытащить. Вот, пока имеем такие данные, предварительные. Шерстистый мамонт, вероятно. Разброс может быть довольно большим. Обычно бывает так. И, возможно, да, может здесь лежит целый скелет. Мы пока, конечно, не можем об этом ничего сказать. Может здесь лежит, может там. Здесь надо досконально все раскопать, чем и займутся вот все лето школьники. Ну, как правило, целые туши находят далеко на севере, в вечной мерзлоте, прямо в мерзлом грунте, да. Находки в центральной Якутии, они, конечно же, есть, но все-таки они очень редкие. Как известно, в 2015 году мы обнаружили целый скелет Фрагантерио мамонта в Нижнем Бестяхе. А это тоже, может быть, здесь тоже скелет лежит. Это имеет очень большую научную и культурную ценность. Судя по всему, левый бивень, вот правый. Это можно определить по изогнутости бивней.